Мира всем людям доброй воли. В связи с последними событиями в селе Кабахчоль Белокамского района Республики Азербайджан хотелось бы обратиться и высказаться по данному поводу. Земля Джара – это исконная аварская земля, в своей истории уходящая в глубину тысячелетий. В 1830 году Джар добровольно на условиях договора вошел в состав Российской империи. После развала Российской империи в 1917 году, в 1918 году, как федеративная единица Джара-Белокамский округ вошел в состав Азербайджанской Демократической Республики. В 1930 году, после антисоветского восстания на территории Джара, он потерял статус автономности, стал административной единицей. Земли коренного населения были конфискованы советской властью и переданы населению, которое не было законным владельцем этих земель. В дальнейшем эта же политика продолжилась с 1940-х годов и продолжается по нынешнюю пору. Дискриминация политической, экономической, языковой средах, и в последние годы оно приняло форму конфронтационности. В 2000-2001 годах, после провокаций азербайджанской армии, военнослужащих в отношении представителей аварской национальности, женского рода, оскорбительных домогательств с их стороны, что можно расценивать как сознательную провокацию, жители были вынуждены защитить честь и достоинство женщин и взяться за оружие. Это была провокация, направленная специально, чтобы люди именно взялись за оружие для защиты своей чести и достоинства. В результате произошедших событий более десятка человек были убиты, более сотни были арестованы и приговорены к длительным годам тюремных заключений, в том числе 6 человек пожизненно. Также 70-летние старики получили срока 15 лет. Данные репрессии обрушились с целью подавления национального самоосознания аварской нации. Данные люди, многие из них до сих пор пребывают в застенках азербайджанских тюрем. Если азербайджанской стороне присущи принципы гуманизма, то они обратят на это внимание и применят к ним амнистию. Хочется сказать о языковой дискриминации, продолжающейся еще с 1930-х годов на территории Азербайджана. Многие авары, а также другие дагестанцы, записывались в графе национальность азербайджанцами. Их отчеству применялось аглы или кызы, что не соответствует действительности, ведь эти люди не являются лицами азербайджанской национальности. И данные действия являются неправомочными и с точки зрения ислама оскорбительными. В дальнейшем подрываются устои экономической безопасности населения коренного данного региона, их лишают возможности полноценного развития своего хозяйства, их земли оказываются в руках переселенцев. Даже те скудные земли, которые они остались у них в руках, они обрабатывают, но они не имеют возможности свою продукцию сбывать по приемлемым ценам. И получается, что эти люди работают на своей исконной земле только ради выживания.
Налицо политика колонизаторов. Чего они этим добиваются? Ассимиляции от того населения, которое не желает ассимилироваться, выдавливание за пределы данного региона на территории Российской Федерации и завладение данными землями. Данная политика отныне продолжаться не может. Перейдена красная черта. Авары чары – это составная часть нашей нации. Как тело человека, нога или рука является частью тела, организма единого. Точно так же авары чара, несмотря на то, что они разделены границами, не по своей воле, а в результате развала СССР и оказались в составе другого государства, несмотря на это, они являются такой же неразрывной частью аварской нации, как и русскоязычное население на территории Прибалтики, Молдовы, Украины, Казахстана и того же Азербайджана. Еще с 1930-х годов продолжающаяся языковая дискриминация в последние времена приняла угрожающие размеры. Повсеместно закрывается преподавание на аварском языке. Он вытесняется из обиходной жизни. Нет учебников по аварскому языку для аварского населения. В связи с этим хочется обратить внимание на положение аварского населения в соседней Грузии, где для аварского населения созданы превосходные условия для изучения языка, культуры, традиций своего народа. И в связи с этим руководство Грузии можно только поблагодарить, несмотря на то, что Российская Федерация и Грузия находятся в состоянии конфронтации. А Азербайджан, который не находится де-юре в состоянии конфронтации с Российской Федерацией, но в целом проводит враждебную по отношению к Российской Федерации политику, в том числе по угнетению национальных меньшинств, дагестаноязычных народов, коренных автохтонных народов, проживающих на своей исконной земле, соотечественников наших, которые волей судьбы оказались на территории азербайджанского государства, условия их жизни, существования плачевны. Об этом свидетельствуют сотни и тысячи переселенцев, которые переселяются на территорию Дагестана, других регионов Российской Федерации в поисках лучшей жизни. Эта информация не высосана из воздуха, из пальца. Она взята прямо у тех людей, которые вынуждены оттуда уезжать вследствие дискриминационной политики руководства Республики Азербайджан. Европейскому сообществу вкупе с Российской Федерацией следует обратить на это пристальное внимание и дать объективную юридическую оценку действиям азербайджанского руководства в отношении этнических меньшинств и применить в отношении Азербайджана санкционные меры. На территории Дагестана проживает азербайджанское меньшинство, около 180 тысяч человек. В отличие от Азербайджана, проводящего дискриминационную политику в отношении дагестаноязычных народов, на территории Дагестана азербайджанский народ представлен как титульный. У него есть свой театр, радио, выпускаются газеты, журналы, книги, местное телевидение. Если азербайджанское руководство
не изменит отношение к аварскому населению, да и в целом к дагестаноязычному населению, руководству Дагестана и Российской Федерации необходимо будет принять во внимание то обстоятельство, что по отношению к нашему населению на южных рубежах Российской Федерации азербайджанская сторона ведет некрасивую, враждебную политику, которая чревата возникновением кровавых конфликтов у границ Российской Федерации, что непозволительно. В связи с этим Министерству иностранных дел России следует заняться в чрезвычайно ускоренном темпе принуждением азербайджанской стороны к прекращению политики дискриминации дагестанских народов на территории Азербайджана. Помимо этого, со времен конфликта карабахского дагестаноязычное население служит пушечным мясом для азербайджанской стороны, конфликты, в котором дагестанцы, авары и лезгиноязычные народности, не являются одной из сторон. Это межнациональный конфликт. Это не наш конфликт. И мы не должны участвовать в этом конфликте. Это дело азербайджанцев и армян. В силу обстоятельств, согласно законодательству Азербайджанской Республики, если даже представители энных народов призываются в армию, они не должны проходить службу в регионе соприкосновения горячей линии. Поэтому после тех событий, которые происходят, после прохождения красной черты, собственно, и самому аварскому населению Чара и лезгиноязычному населению Ширвана следует задуматься о подъеме своего национального самоосознания. Если ущемляются ваши права, дискриминируется ваш язык, зачем вам воевать, защищая интересы тех, кто с вами не считается? Также хочется сказать, в связи с последними событиями, на дискриминационные моменты, которые присутствуют в действиях азербайджанских властей в отношении авароязычного населения на территории Джара-Белакана. Штрафовать детей за то, что у них на головах нет велосипедных касок. Штрафовать избирательно по национальному признаку, десятки раз превышающие штрафы в отношении азербайджанского населения. Подрыв экономической базы аварского населения с целью нажима, чтобы аварское население, не имея средств к существованию, вынуждено было покинуть пределы своего проживания на исконной своей земле. В связи с этим хотелось бы обратиться